Именно этот непоколебимый дух, сплоченность, взаимопомощь и вера в торжество справедливости помогли народу выстоять в эти долгие и тяжелые 13 лет вдали от Родины. Последним испытанием, выпавшим на долю ингушей в новейшей истории, был так называемый осетино-ингушский конфликт. В считанные дни два народа, веками проживавшие в мире и добрососедстве, были сравнены между собой. В результате коварных интриг бездарных политиков погибло сотни безвинных людей, десятки тысяч ингушей остались без крыши над головой. И по сей день эта трагедия остается кровоточащей раной ингушского народа. Много раз в своей нелегкой истории судьба посылала ингушам суровые испытания. Но жизнь соткана не только из одних бедствий. Горе всегда чередуется с радостью. В Ингушетии, как и везде, люди строятся, знакомятся, создают семьи, рожают детей. У ингушей издревле существовали институты знакомств. Один из них – знакомство у родника, куда девушка приходила по воду, а парень напоить коня. И часто бывало, что после нескольких коротких общений девушка в знак согласия на сватовство и свою готовность быть спутницей жизни давала в залог носовой платок. Во все времена в ингушском народе были личности, которые становились известны и уважаемы не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами, прославляя себя, свой народ в разных областях науки, культуры,
спорта, военном искусстве, бизнесе и политике. В исторической справке 1865 года по разбору личных и поземельных прав туземного населения Терской области говорится: общество ингушей устроено на началах демократических. Привилегированных сословий нет, все свободны, пользуются одинаковыми правами, рабов нет, землей пользуются на правах общинного владения. И хотя между ними существуют известные фамилии, но все они выдвинулись из толпы заслугами гражданскими или военными доблестями, не пользуются другими правами, кроме уважения, приобретенного исключительно умом и личными достоинствами каждого члена. Фома Иванович Гарипекин, он более 30 лет исследовал ингушскую жизнь, посещал ущелья, малодоступные места, смотрел на памятники, анализировал, зарисовывал их и записал большое количество легенд, преданий от местных жителей, но, к сожалению, эти труды не были изданы. Но в одной из этих работ, в частности, в своих письмах, он пишет, что этнография Кавказа, она очень перспективна, ее надо исследовать, и что взоры ученых всего мира должны быть обращены на Кавказ, и особенно на ингушей. И, как он пишет, он говорит, ключ к познанию народов белой расы лежит на Кавказе, и его хранит ингушско-чеченский народ. Высокие бескрайние поля, золотоколосая, гордая земля, неповторимая земная красота. Все это Ингушетия. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, ты моя судьба и счастье, Ингушетия. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, сердце у меня навеки будешь ты всегда. Люди здесь счастливы, простые ингуши, их дела прекрасные, как чистый сон души. И живут свободою своею дорожа, а свобода, честь и горы все для ингуша. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, ты моя судьба и счастье, Ингушетия. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, сердце у меня навеки будешь ты всегда. Край наш дорогой, в гостинском доме это человек родной. Здесь я вижу, встретим вас, любя, а ведь здесь ингушей не полить нельзя. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, ты моя судьба и счастье, Ингушетия. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, сердце у меня навеки будешь ты всегда. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, ты моя судьба и счастье, Ингушетия. Я хочу воспеть тебя, Родина моя, сердце у меня навеки будешь ты всегда. Я хочу воспеть тебя, Родина моя,